мониторинга количества и состава насекомых-вредителей на местности проводит фитосанитарный мониторинг. Для этого сотрудниками Россельхознадзора используются специальные феромонные ловушки. Феромонный мониторинг – это новейшие достижения мировой практики. В Канаше сотрудники Россельхознадзора также успешно используют данный метод по обнаружению различных вредителей. Ежегодно управлением Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области проводится мониторинг, то есть карантинное фитосанитарное обследование подкарантинных объектов, подкарантинной продукции на территории как Чувашской республики, так и Ульяновской области. Исследование и мониторинг проводится по всем карантинным объектам согласно перечня карантинных объектов. Их насчитывается более 200. Это карантинные вредители, сорняки и болезни растений. Вот в текущем году на территории Чувашской республики запланировано провести карантинное фитосанитарное обследование на площади более 30 тысяч гектаров. Это и поля, то есть севооборота, лесонасаждения, плодопитомники, то есть на выявление всех карантинных вредителей. Начну с открытого грунта. У нас, значит, агрофирма Альдеевская и торгово-тепличный комплекс Новочебоксарский. Там также с применением ловушек, феромонных ловушек и цветных клеевых ловушек проводится мониторинг, карантинно-фитосанитарный мониторинг, то есть на возможное выявление карантинных вредителей. Это такие, как западный калифорнийский цветочный трипс, табачная белокрылка и другие виды, возможные тли и другие виды. Вот. В области лесного карантина также у нас на территории Чувашской республики с применением феромонных ловушек проводится обследование на возможное наличие всеми нами известного вредителя, такие как усачи, название по латыни Монохамус галлопровинциалис, Монохамус уруса, Монохамус сутра, их несколько видов. То есть я могу даже вот показать образцы ловушек, которые вывешиваются у нас в лесах в присутствии представителей лесничеств по согласованию с Министерством природы Чувашской республики. Вот они вывешиваются по другим вредителям. Вот в области вредителей зерна также у нас вот на предприятии «Чувашский продукт» на территориях Чебоксарского элеватора, Канашского элеватора тоже применяются феромонные ловушки. И на многолетних плодово-ягодных садах тоже применяются феромонные ловушки. Вот в частности по элеваторам, значит, мы вывешиваем ловушки на выявление капрового жука. Это один из опаснейших вредителей, который имеет карантинное значение как для Российской Федерации, так и для стран Европы применяем. И, значит, по истечению определенного времени все ловушки собираются, они направляются в лабораторию, подведомственную Россельхознадзору. Вот на территории Чувашской республики и Ульяновской области у нас Чувашский филиал Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории, и, значит, на территории Ульяновского, соответственно, также имеется филиал. Вот, в этом году запланировано провести также карантинный фитосанитарный мониторинг обследования картофельных посадок на выявление опасного карантинного объекта, такого как золотисто-картофельная нематода. У нас на территории Чувашской республики установлены карантинные зоны на территориях личных подсобных хозяйств, на земельных участках порядка на площади более 6 тысяч гектаров. Вот в этом году где-то в пределах 500 приусадебных участков также будут проведены отборы почвенных образцов, которые, соответственно, также будут направлены в лабораторию, происследованы в целях отсутствия или наличия карантинного вредного организма. По лесному карантину у нас намерены мы провести обследование Вурнарского лесничества, так как у нас там установлена карантинная фитосанитарная зона по усачам. Вот также будут вывешены феромонные ловушки, которые будут собраны и направлены на исследования в лаборатории. Вредных насекомых заманивает в ловушку специфический запах. Феромонные ловушки предназначены для заманивания насекомых при помощи определенных запахов, характерных только для представителей данного вида. Ловушки просты в обращении, экологичны. Существуют отдельные ловушки для различных видов насекомых. Для приманки опасных насекомых используется феромон, характерный для самок определенного вида вредителей. Выделяя его, самки привлекают самцов. Самцы летят на запах и попадают в ловушку. Феромон каждого вида насекомых имеет определенный
определенный запах. Этим запахом пропитана капсула в ловушке. Ловушка имеет специальную конструкцию. Обычно ловушка состоит из пропитанной синтезированным феромоном капсулы и специальной емкости, где собираются пойманные насекомые. Прилетая на манящий запах, насекомое попадает в емкость и оттуда уже не может выбраться. Радиус действия ловушки более 50 метров. Чтобы было понятно, что такое феромонные ловушки, это такой субстракт. У нас есть Всероссийский институт карантина растений, который разрабатывает вот эти препараты, феромоны, то есть это, которые вырабатывают, то есть запахи, можно сказать так вот на языке простого обихода, запахи, на которые, значит, прилетают самцы, то есть вырабатывают самки, вот, они привлекают самцов и, значит, соответственно, вот они залетают на эти ловушки, там есть у нас клеевая основа, они приклеиваются и оттуда уже как бы не могут улететь. И цветные ловушки вот мы применяем в теплицах закрытого грунта, вот, как я уже говорил, на агрофирме Альдеевской, на тепличном комплексе Новочебоксарске. То есть это применяется, вот, феромоны они выполняют две функции, они как бы и служат источником для выявления наличия карантинных вредителей и также являются, значит, тем средством, которое помогает снижать численность карантинных насекомых. Феромонные ловушки используют и в дачных садах, на небольших территориях. Здесь эти ловушки применяют для отлова насекомых. Существуют феромонные ловушки для разных видов вредителей, таких как моль, плодожорка, стекляница, листовертка. Для разных насекомых созданы отдельные ловушки. В каждой присутствует запах для определенного насекомого. В специальных научно-исследовательских институтах России созданы и синтезированы несколько десятков феромонов для насекомых. Достижения российских ученых и собственное производство в России позволяет использовать в год более 100 тысяч ловушек повсеместно. Благодаря деятельности Российского центра развития и внедрения инновационных методов защиты растений, феромонных ловушек выпущено в достаточном количестве. В Чувашии также начали использовать данный феромонный мониторинг. Феромонные ловушки стоят на страже по защите лесов и вашего урожая.